Здравствуйте, это новости, в студии Ахмед Хашагульгов. Имамы мечети Ингушетии собрались на совещании в новом здании, построенном на территории исламского комплекса в Магасе. Основными вопросами обсуждения были предотвращение распространения инфекционных заболеваний, а также помощь нуждающимся. Коснулись и недавно введенного запрета на кражу невест. Репортаж Руслана Албагачиева. Собрание имамов прошло в новом здании на территории строящегося исламского комплекса в Магасе, который раньше был офисом строительной компании. По сравнению с прежним зданием, которое находилось на Зране, новое намного больше. И, к примеру, зал для совещаний вмещает больше 100 гостей. خلنا زيجوا تشيل جماعتي جربي قاضي تشخن ماتيك ومفتي تشخن ماتيك إشت كميتة بخاج وتشخن ماتيك دات وخليولج دات وخاتشلتها تش دوق نخ داش بها أخوش ماتيك ياتش شي كيا داش دل وجواسق شي هم قاستي وجواسق دات وخليولج ماتيك جرز. Основными вопросами стало предотвращение распространения инфекционных заболеваний, а также строительство эконом-жилья для молодых семей в каждом населенном пункте. Затронули и тему выплаты закята. Речь шла и о введенном недавно запрете на кражу невест. Совещание алимов посетил глава республики. Он затронул тему отношений современной молодежи. توبلي تليفونه وقو يبلعوه رقم ديتن تليفون تاني انترنت او سيلش كوار حاول سيلش كاتير شوار او واجن تليفون ده هاتي ورادر ايات اي شيء يدي ايوت قالس تيج ده ولش تيب دولار وين يقع حقين يولش وجهال تقاعد شحال فمشي تقدري وين شتو قنا يجي حمر ده. Евкуров рекомендовал имамам мечети довести до населения вопросы, связанные с распространением и профилактикой заболеваний, таких как СПИД и туберкулез. К примеру, если молодой человек женится или девушка выходит замуж, то у них должна быть справка о состоянии здоровья. أخصوها خيط ويقولنك ما باش بانخ سائل تحنيتوش الزوم ده آخره تبرتنك حقيقته إذا دوخا تصبح ببولش نهاج الحمد لله مصنع دقواج دولش سبيل سائل جولش سحمد قهيج دولش. Но главная тема, которая уже не раз поднималась на проповедях в мечетях и на совещаниях в муфтияте, это мир в республике и уважение друг к другу. Сегодняшнее совещание алимов прошло в новом здании, построенное для временного собрания имамов. Но также до 2015 года планируется завершить строительство исламского комплекса, в котором будут находиться большая мечеть, исламский институт, а также отдельное здание для муфтията. Руслан Албагачиев, Рахман Цуров, Новости 24.